правильная инициатива, что вы эту тему сегодня, она очень актуальна, ее надо периодически обсуждать и разные аспекты. Мне понравилось как бы выступление всех присутствующих. Ну, хотел бы отметить выступление Тимура Гули, он как бы правильно расставил акценты истории вопроса, что надо делать, как надо делать. Ну, там есть момент, я в этой части согласен с Гундой Цвиргу, что наши бюджетные возможности и те средства, которые нужны, конечно, это далеки от наших возможностей. Ну, какие возможности будут, это то, что Олег Несторович вчера сказал, мне очень понравилось. Мы на те процессы глобальные или приграничные, которые происходят, мы не можем никак влиять. Но мы можем влиять на процессы, которые происходят внутри нас. Нам никто не мешает мобилизоваться. Это не нужны такие вот, как от города Пепел, никакие средства особые и так далее. Нам нужно просто внутренне мобилизоваться. И те события, которые происходят сегодня на Кавказе, да, конечно, надо рассматривать в контексте глобальной политики. Эта глобальная политика, Виталий Викторович тоже, в принципе, он очень такой хороший анализ дал ситуации. Эта война, как говорится, не идет сейчас, она имеет далекие корни. Я просто пройдусь, я вчера тоже об этом говорил, значит, в 1945 году идет война, в 1944 году, да, ну, Америка принимает Бреттон-Вудское соглашение, подписывает и так далее. Потом следующий этап, значит, выступление Черчилля Фултонское, так знаменитая речь, это как бы это начало холодной войны. В 1948 году, если я не ошибаюсь, в 1947 государство Израиль с определенными функциями на Ближнем Востоке создается. Потом создается, значит, Всемирная организация здравоохранения. Ее руководителем стал полковник, военный человек, но врач-психиатр. И их доктрина была, если мы хотим, значит, владеть миром, мы должны человека лишить индивидуальности. Кто-то здесь отметил, значит, уничтожение всех культурных, традиционных ценностей. Человек, вырванный из общественного контекста, да, его общественной ментальности и так далее, он становится инструментом. Это практически говорящее оружие. Современная война, она имеет много составляющих. Да, вот, самая важная такая составляющая оружие, которое не стреляет и не слышно, это информационная война. Это гибридная война. Есть такое понятие, как прокси-война. И контактная война, обычно, значит, что мы сегодня понимаем. И насколько мы сегодня готовы вообще. По крайней мере, мы должны, вот любая программа, да, любая цель, любая задача, даже военная доктрина, она должна иметь, строиться на трех факторах. Первое, идеологическое обеспечение, надо объяснить, что это, для чего это. Мы должны быть подготовлены, мы должны быть просвещены в этом вопросе специалистами, узкими специалистами. Обязательно нужна интеллектуальная составляющая, которые знают, что надо сделать, как надо сделать, с учетом нашей возможности и нашего рельефа. Скажем, та тактика, которая применяется на Украине сегодня, она, наверное, для Абхазии не подходит. У нас рельеф местности совершенно другой, у нас другая ситуация, и нужно с учетом именно нашей ситуации подходить. Это должны делать специалисты обязательно. И третье, самое важное, мы можем говорить уже о ресурсном бюджетировании этого проекта. Но когда ты не знаешь, что ты хочешь и что надо сделать, вообще о бюджете говорить рано. Сначала надо поставить задачу, и дальше уже говорить о бюджете. И знаете как, я вот, к сожалению, имел информацию, говорю, наверное, 2-летней давности. Это я говорю о нашей внутренней ситуации сейчас. 4000 молодых человек призывного возраста делали все, чтобы не попасть в армию.
это говорит о нашей идеологической слабости. Это, понимаете как? Их родители. А? Это их родители сделали. Если хотите. Ну, естественно, родители сделали. Более того, раз в этом вопросе затронул, я вам скажу, по сегодняшний день закон о госчиновнике или госслужащем, да, не принимается парламентом только потому, что если человек не служил в абхазской армии, он не может быть чиновником. Они тормозят. Не только за это. Ну как так? Это что нам нужно ресурсы, нам нужна внешняя сила, это внутренняя сила. Это вот один раз надо было в публичное общество То, сказать, когда было. Акура Миронович сказал, это мы говорим давно. Даже ты знаешь, Илья Шалыч выступал с идеей о создании закона о резерве. Если мы этого не будем делать, мы все должны быть мобилизованы грамотно. Сегодня, когда мы говорим, знаете, вот о какой-то операции, территория Абхазии такая маленькая, что вообще не заходя на нашу территорию, будут нам наносить поражение. Современные средства поражения реактивные имеют дальность полета 400 километров, 500 километров. Наша территория 200 километров. Поэтому мы должны прекрасно понимать, конечно, очень серьезная угроза, если не дай бог, вы разные сценарии должны рассматривать. Поэтому особо надеяться ПВО это самое затратное. Вот даже вот хваленный золотой купол израильский, посмотрите, не совсем современные ракеты Ирана, они не выдержали. Иран нанес серьезный ущерб, об этом вообще запрещается, об этом не говорится. Поэтому панацеи нет в сегодняшней войне. То, что, скажем, мы говорим, залетело Ваглер, оно же с территории Абхазии пошло. Нет. Данные, что у нас средств ПВО нет, средств контроля воздушного пространства нет. Здесь можно спокойно зайти и быстро, пока привелось агрет, нанести поражение. Поэтому, знаете как, для нас первично внутренняя мобилизация. Мы должны как-то мобилизоваться. И я знаю, как бы наше Министерство обороны, да? Два года назад есть подразделение ВПЛА. Это очень мало, правильно? По-моему, Юлия говорил, что нам надо создавать производство. Эти средства усовершенствуются. Все это делать, мы как-то должны, то, что мы можем делать, мы должны делать. И еще раз я повторяю, самое важное для нас, это, знаете как, внутренняя мобилизация. Если говорит о том, что если враг почувствует, что он может понести более существенные потери, чем получит выгоду от этого конфликта, к этому надо стремиться. Это непросто, это мы должны быть все общество мобилизовано, мы должны работать на оборону. Это самый важный фактор сегодня. Остальное спасибо всем. Мне, в принципе, все мнения очень понравились, выступления содержательные. Вот, и как бы мы, знаете как, на эту тему надо говорить по телевизору. Сегодня мы много говорим, но должен говорить специалист, профессионал один, расшифровать. Народ должен знать, какая